«12 факторов, почему башкиры должны обрести независимость». Прежде чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться. Владимир Ильич Ленин. Вождь мировой революции, конечно, тот еще иблис, который уничтожил миллионы людей ради достижения своей цели. И он, конечно, не может служить для нас примером или ориентиром. Но мы можем использовать его наработки, опыт и реальные результаты для того, чтобы самим прийти к власти в республике и привести ее к независимости. Необходимо через ежедневную агитацию, пропаганду внушать жителям республики, что независимость республики – это неминуемый процесс, который обязательно случится. Крах режима Путина в любом случае произойдет. В стране наступит революционное событие, и мы в этот момент можем и должны взять в свои руки власть в республике. В первую очередь нам необходимо агитировать башкир как основной автохтонный республикообразующий народ, который является хозяином на своей земле. Башкиры являются движущей силой всей башкирской политической нации, что неоднократно доказывалось масштабными событиями в республике в последние 10 лет. Первый фактор независимости – фактор расхищения и уничтожения башкирской земли. Необходимо при обращении к башкирам говорить об исключительной роли башкирского народа в деле защиты своей земли. Обосновывать это тем, что именно башкиры и только башкиры много столетий воевали и поднимали восстания, чтобы защитить свои земли. Приводить в пример эпос Урал-Батыра, где герой завещал башкирам сохранять свою землю, а сам Урал-Батыр отдал жизнь за то, чтобы мир жил. Что Уральские горы – это колыбель башкирского народа, что это и есть тело Урал-Батыра. Необходимо постоянно напоминать башкирам про то, за что посадили Фаиля Алсынова. Необходимо постоянно муссировать тему баймакских событий, что все наши башкиры сидят в первую очередь за то, что они вышли в защиту своей родной земли. Постоянно вспоминать про победу на Куштау, тем самым напоминать башкирам, что они могут побеждать. Необходимо постоянно упоминать о том, что башкирская земля постоянно подвергается расхищениям. Все ее природные ресурсы изымаются, расхищаются жадными олигархами, захватываются пришлыми бизнесменами и дельцами. В то же время башкиры лишаются своих пастбищных угодий, сенокосных угодий, паевых земель. Лишаются лесов, которые нещадно вырубаются. Все озера захвачены пришлыми бизнесменами. Местных жителей не пускают к своим же озерам и прудам. Ресурсодобывающие компании оставляют после себя лунные пейзажи, изуродованную землю. Большегрузы разбивают дороги, оставляя после себя грязь. Сейчас идут нападки на хребет Каркататау, где вновь жадные русские олигархи пытаются обокрасть башкир, отняв наши природные богатства. Необходимо постоянно напоминать, что согласно Конституции от 1993 года в статье 9 вся земля и природные ресурсы Республики Башкортостан принадлежали ее многонациональному народу. Но Москва надавила и изменила эту статью, сделав так, что теперь Москва распоряжается нашими ресурсами по своему усмотрению. Подпишись на «Свободный Башкортостан».